Сегодняшнего вечера. Мы сегодня собрались на памятный вечер замечательного человека, нашего коллеги, друга, руководителя с большой буквы Анатолия Анатольевича Добрянцева, который оставил очень большой след на этой земле и в памяти здесь сидящих, не только здесь сидящих, но и многих-многих людей нашей республики. Мы с Анатолием Анатольевичем Добрянцевым были знакомы еще в период работы в правительстве республики Саха-Якутия. Хотя он не был членом правительства республики, он был первым заместителем министра охраны природы. Тем не менее, он практически считался одним из первых лиц этого очень ответственного министерства. Я помню его еще главой Хангаласского улуса, когда, вопреки многим обстоятельствам, народ хангаласский выбрал его своим главой в своем районе, и это в то время стало большой неожиданностью. Но в то же время, поняв, кто такой Анатолий Анатольевич Добрянцев, что за человек он, какой души он человек, народ республики принял его как одного из одного из самых крупных, исторически значимых улусов нашей республики. Русского человека с якутским воспитанием покорило многих наших жителей, не только нашей республики, но и далеко за его пределами. Потом мы позднее очень тесно работали в 5-м созыве Государственного собрания Илтумы республики, которые иногда, к сожалению, теряют связь со своими избирателями. А Анатолий Анатольевич Добрянцев относился к тем народным депутатам республики, которые сам из народа и вместе с народом со своими избирателями. Он держал непосредственный контакт со своими земляками, со своими избирателями, держал руку на пульсе всех событий в своем родном Хангаласском улусе. Он держал связь со своими избирателями, знал практически каждое событие в своем родном улусе и нередко с нами ими делился и отстаивал интересы хангаласов в стенах парламента Республики Саха-Якутия. Анатолий Анатольевич был огромной души человек, душой компании. Он, когда с нами присутствовал, буквально радость, смех, улыбка, песни, пляски сопровождали все наши мероприятия. У него была такая аура, благодаря которой вся напряженная обстановка во всех компаниях, она просто спадала. Почему? Потому что у него было безупречное обаяние, неповторимое обаяние Анатолия Анатольевича Добрянцева, которое буквально заполоняло все это пространство и обволакивало всех присутствующих на этих мероприятиях. Многое можно вспомнить про Анатолия Анатольевича. Я постараюсь завершить свое выступление, потому что в сценарии посмотрел очень много выступающих. Но нужно сказать, что такого рода мероприятия проводятся нередко. Когда человек уходит из нашей из жизни, мы делаем все возможное, чтобы про этого человека помнили. И одной из форм этого, конечно же, является книга воспоминаний о нем. Я в силу своей должности, в силу того, что общаюсь с многими выдающимися людьми нашей республики, нередко бывает на такого рода мероприятиях. Но сегодня очень рад, что зал практически полон у нас на его родине. Первое. Второе. Мы сюда ехали с большим удовольствием. Второе. И третье. Когда я посмотрел сценарий, это содержание этого вечера. А содержание этого вечера говорит о многогранной личности Анатолия Анатольевича. Вот человек живет, но что может после него оставаться? Это его дела, которые есть продолжательные. У Анатолия Анатольевича дело это самое большое дело, которое он сделал, это возрождение имшистского движения и возрождение этой общественной организации, которая продолжается и после его кончины. И вот это вот, я считаю, это в последние годы его жизни
одним из основных итогов его жизни вот это вот дело. Когда он организовал экспедицию по нашей реке Лени и побывал буквально во всех точках Ямщицкой нашей почты, вплоть до Иркутской области, собрал огромное количество материалов, воспоминаний еще тех, живых людей, которые помнят про эти события. И постарался сделать все возможное для того, чтобы ямщицкое движение в Республике Саха-Якутия, оно стало одним из самых уважаемых, и про него узнали многие жители нашей республики. И вот это вот движение, то, что когда на любых мероприятиях республиканского масштаба выходят наши ямщики со своими задорными песнями и плясками, мы сразу же вспоминаем нашего друга Анатолия Анатольевича Добрянцева. Многое еще предстоит сделать во имя увековечения Анатолия Анатольевича Добрянцева, но я полностью уверен, что пока живы те коллеги, которые с ним работали, те люди, которые с ним общались, память о замечательном человеке Добрянцеве Анатолия Анатольевича, исконном сыне народа Саха, надо сказать. Потому что когда про Добрянцева вспоминаешь, я всегда путаюсь, кто он. Надо сказать, вот я сегодня заметил, это выдающийся сын русского народа, но выдающийся русский человек, уроженец народа Саха, наверное, так сказать. Да? И мы, наверное, с этим будем согласны, потому что он считал себя... Я у него нередко спрашивал, кем ты себя считаешь, Анатолий Анатольевич? Он всегда говорит, мен сағабым бадалар керек. Он толкуйдан бұрын емен ұрын сақабын. Нұчалы ғанарында мен армия ұрын бейді өйрәмейтін. Onu geçen kastı da bir yıka kallegeler geçen kurumda Anatolий Анатольевич Добрянцев tuğunun bir mence öldü, hanı, kendini akta edecekbid, kendine maktana edecekbid. Anatolий Анатольевич Добрянцев tuttuk canlar kanana siriyel üskü, törü tuttunlar. Onunla kanana siriyel öldüte Михаил Ефимович kurduk, Anatolий Анатольевич kurduk, ulu canlar kurduk. Mecit tereti tuttuğunda bana bir yaka restoru bir